лазурный небосвод, то яхонт, не вода, и не из ветра он, или пыли, или дыма. Весь разукрашен он, как новолетье сад, такими яркими, обильными огнями. Сам ходит бриллиант, пленяющий сердца, который свет дневной на мир не спосылает, он утро каждое, как золоченный щит, блестящее лицо с востока поднимает, в одежду светлую всю землю облачив, и этот темный мир собою освещает. Абуль-Касим Фердоуси. Отрывок из поэмы Шахнаме. Долгое время это прекрасное произведение считалось литературным вымыслом. Но 200 лет назад Антекиль Дуперон привез из Франции странную рукопись, которая оказалась Авестой, священной книгой Заратустры. Расшифровка рукописи позволила переосмыслить содержание поэмы, в которой говорится о мироздании, о героях и богах, об истории древнего народа. О таинственной Маргиане сохранилось всего одно древнее письменное упоминание, высеченное на Бехистунской скале. Страна Маргуш стала мятежной. Так, благодаря гневному возгласу Дария I, история более 4000 лет хранила воспоминания о затерянной в песках Каракуму в стране. Шло время, они и забыли, и никто уже не верил, что здесь было высокоразвитое государство, где зародилась первая мировая религия зороастризм. Один ученый мира, другой ученый мира, все говорят, нет, не может быть Каракумы, там никогда жизни не было, там не то что зороастрийцы, там бараны не все живут, воды нет. А я говорил, что вот Ганур вам докажет. Но мы нашли там, вот то, что это пятый центр цивилизации, значит, мы все знали и знаем. Месопотамия, Египет, Китай и Индия. Вот 4 мировые цивилизации. Оттуда пошла письменность, оттуда пошла культура и так далее, и так далее. Так как говорят, сейчас они согласились после этой конференции, что был пятый центр еще тоже цивилизации. Не где-нибудь, а в безводных Каракумах, куда не вступала нога человека. Вот в учебниках написано, куда не вступала нога человека. Вот такого нет в мире. Пятый центр мировой цивилизации Виктор Иванович нашел почти случайно. Это было теперь уже в далекие 70-е годы прошлого века. Я вел раскопки рядом, далеко от Каракума. И как-то в один воскресный день я подумал, поеду-ка я туда. Почему они все думают, что там никто не жил? И когда мы поехали туда, вдруг я увидел среди песков Ганур, огромный такого он возвышается. Я подъехал, увидел, что это 3 тысячелетие, эпоха бронзы. Многие годы я забросил это дело, не занимался, а потом стал копать. А уже последние годы, 30 лет, я только на Гануре и сидел, здесь мы много раскопали. И ведь здесь почти 25 гектар. Так что труда много вложено. За эти годы экспедиций под руководством Виктора Ивановича Сариониди удалось найти около 300 населенных пунктов страны Маргуш. Какая она была, эта Маргиана, страна, доставившая проблемы аж самому Дарию I. Сегодня она считается древнейшим очагом цивилизации. Самым крупным населенным пунктом был Серхулм, Ганур-ДП. Особый город, культовый город. Здесь жили в этом городе только жрецы. Всего здесь полкилометра. Примерно 25 гектар. Здесь площадь общественных трапез и бассейн маленький. Потом здесь была площадь и бассейн. И вот тоже площадь и бассейн. Здесь слой перженого угля. Тут. Здесь они совершали свои трапезы. Здесь находится помещение, где жрецы готовились к новым празднествам.
Вот они здесь должны быть. Вот, встав с утра, они купались здесь, а потом приступали к молитве. У них была своя цивилизация, своя культура и свой зороастризм, как мы его теперь видим. И последнее. Почему они пришли туда? Пришли они туда, в Каракумы, потому что в третьем тысячелетии во всем мире наступил ксеротермический период. Не было дождей. Почти не сплошь, конечно, а местами не было. И люди поехали, у кого не было дождей, речки пересохли, они пошли искать себе новую родину. Вот так они оттуда, со стороны Месопотамии, дошли до Каракумов, Туркмения нынешняя. И там они увидели, вот себе речка течет, здесь и не нужны дожди, и бассейны есть. В общем, все, что нужно для того, чтобы продолжать на новом месте свою старую религию. Люди, которые пришли туда жить в конце и последние столетия третьего тысячелетия, они, конечно, не были еще зороастрийцами. Вот Зороастр еще не родился, но они, их религия, их культура была очень близка к тому, что потом будет называться зороастризм. В основе верований маргушцев лежит дуализм, борьба добра со злом. Превыше всего для них были стихии огня и воды. Им посвящались храмы. Жители Ганора уделяли большое внимание общественным трапезам, во время которых они совершали свои обряды, приносили жертвы богам, вкушали мясо баранов, приготовленное особым способом в двухкамерных печах так, что чистая стихия огня не касалась грязного мяса. Пили свой ритуальный напиток сому-хаому, сделанный из эфедры, коноплей и мака. Маргушцы были прекрасными гончарами. Найдено огромное количество домашней утвари. Представьте, этим сосудам более 4000 лет. Они были обработаны таким образом в высокотемпературных печах, что дало им возможность прекрасно сохраниться до наших дней. Они умели обрабатывать железо, золото и раньше других научились делать мозаику. Население Маргиана разводило коз, овец, баранов, охотилось, использовало лошадей и верблюдов. Особую ценность в понимании древних цивилизаций для археологов представляют захоронения. Ведь в обряде захоронения в концентрированном виде выражены религиозные воззрения людей. Действительно, зороастризм верит, что души, вот, когда умирает человек, душа его отправляется на небушко, и там есть мост Чиван, ну и там стоит человек, который смотрит, как у него больше грехов было или больше было добродетель. И в зависимости от этого или в ад, или в рай попал. Своим усопшим маргушцы строили целые дома. Профессор Надежда Дубова называет их «домами мертвых». Так вот, сама могила, это был шедевр. Стены были украшены мозаикой. Причем, какой мозаикой? Когда эти могилы делали, а там тайники они делали. И в этих тайники их замазывали их, и надеялись, что грабители не найдут их. Но они нашли. И что таким образом разломали и вытащили все оттуда. Но в одной могиле мы нашли, наверное, это был царь, а ему под голову положили вот такой баран мраморный, точный, как в Индии. И вместе с ним, с бараном, положили 4 золотых большие, ну, правда, большие сосуда. И вот каким-то образом спасло это их. Тайник был хороший, или грабители были халтурщики. Сюда они не добрались. И когда археологи нашли, сначала барана из-под головы вытащили, а потом эти золотые сосуды. Вот. Ну, конечно, это здорово. Для людей той поры было характерным класть самые ценные вещи в могилы. Найдены могилы простых горожан, погребенных в глубоких ямах. В них делалась выемка наподобие полочки, куда и клали тело головой на север с согнутыми ногами.
Ниша закрывалась сырцовыми кирпичами. Таким образом, не только вода и огонь, но и земля, тоже чистые стихии по верованию маргианцев, не подвергались загрязнению. Царские особо хоронились особым способом. Их тела оставляли на открытом воздухе в специальной комнате без крыши. Птицы или обученные собаки проникали туда и очищали кости от останков плоти. В таких комнатах находилось целое скопление останков. Хоронили в этих могилах людей по-разному. Во-первых, как не прискорбно это говорить, но они убивали вместе с ними их рабов. Причем, как доказала Дубова, ставили их на колени и потом убивали. В одной могиле 15 человек были вот таким образом убиты. В эти гробницы не один раз захоранивали, а по мере того, как человек умирал, вот, один умрет, его занесут туда, положат, печку затопят, поплачут, дверь замуруют кирпичами и уйдут. Было многократное захоронение. Очевидно, это были очень богатые захоронения. Золота было очень много. Найденный костный материал был отправлен на анализ ДНК. Таким образом, мы узнаем, кто были эти люди. А выглядели они примерно так. Это реконструкция по черепам, сделанная Алексеем Нечволодой. Также нужно отметить, что маргианцы были прекрасными инженерами. Ганур-ДП – это хорошо спланированный город, широкой сетью дренажных систем, выстроенный из сырцового кирпича с красивыми храмами и дворцами. Находки позволяют специалистам утверждать, что Ганур и Маргиана занимали промежуточное место между Месопотамией и Индией. Это вот печать серебряная, это аккадская печать. Ну, наконец, мы нашли там цилиндрическую месопотамскую печать с надписью. Мы нашли там индийскую печать с надписью. То есть Ганур и Маргиана занимала промежуточное место между Месопотамией и Индией. Из Месопотамии в Индию и из Индии в Месопотамию шли караваны верблюдов. Но вместе с купцами шла туда и культура. Вспомним еще раз надпись на Бехистунской скале. 10 декабря 522 года до нашей эры. По приказу Дария I бактрийский сатрап Дадаршеш выступил против мятежной провинции Маргиана. В конце рассказа о восстании и его разгроме Дарий сказал: «Вот что сделано мною в Бактрии». Эта фраза стала для ученых основанием считать Маргиану частью Бактрии. Это подтвердили раскопки советской археологической экспедиции, которая почти 10 лет работала в Северном Афганистане. Этот район чем-то необъяснимо влек Виктора Ивановича. Он периодически возвращался к раскопкам небольшого памятника Теля-ТП. И вот когда залез на этот холм очередной, я про себя подумал, почему Теля-ТП называется? Вот я удивился, что почему Золотой холм, но потом оказалось, что он действительно Золотой холм. Когда совершилась революция, так называемая Парижская революция в 1978 году, тогда мы поехали туда, чтобы не прервать преемственность работ. Это был 10-й год нашей экспедиции. И там время было смутное, уже там муджахеды там. И решили так, поехать на 10 дней и потом уехать. Но поехать, чтобы они знали, афганцы, и не забыли нас. И вот тогда и нашли это Теля-ТП. Виктор Иванович в одной из своих работ вспоминает: Работа предстояла необычная, так как Афганистан переживал бурные события. Нередко на горизонте мы видели силуэты вооруженных всадников. Недоброжелатели распускали о нас разные слухи, стараясь всячески помешать нормальной работе экспедиции. С первых чисел ноября погода начала ухудшаться с каждым днем. Промозглый ветер, понижающаяся температура воздуха наводили нас на мысль о завершении работ.
Утром 15 ноября погода немного улучшилась, и мы возобновили работу. И вдруг в лопате одного из рабочих мелькнуло что-то желтое. Диски золотых бляшек. И вскоре под щетками археологов появились плохо сохранившиеся кости и человеческий череп. Стало ясно, что здесь находились захоронения с незаурядными погребальными приношениями. Это были секретные захоронения. Почему они сохранились до нашего времени? Потому что они приходили туда, все готово, ночью, гробы туда положат, засыпят, травой обложат, и уже на следующий день пастух баранов гонит татару и не знает, что под ногами у них, у этих вот баранов, лежат такие сокровища. А там один приходил дядька и все время сидел там, местный. Я говорю, потом я его однажды спросил, на Челятине, когда мы уже копали, а что ты здесь делаешь, я ему говорю. Он говорит, это, вы знаете, это моя земля. Вот я всю жизнь голодал, а под ногами, оказывается, у меня золото было. А я даже не подумал раскопать его. Здесь мы нашли 9 могил золотых. Ну, это кушаны, это то, что мы называем сарматы, массагеты. В общем, кочевые племена, которые разграбили греко-бактрийское царство, сожгли его и утвердились там. Но сначала они привели в рабство греко-бактрийское царство. Греко-бактрийское царство – это те, кто с Александром Македонским пришли, а потом они смешались с аристократией местной. Селевк, один из полководцев, который воевал вместе с Александром Македонским, создал на этом месте Селевкидское царство. А мы его называем греко-бактрийское. Это были намады-кочевники, дикари, которые с завистью смотрели на Амударью и что же за Амударье. А там прямо на границе Амударьи Айханум. Это греческий город, греческие театры, греческая агора, греческая гимназия. В общем, настоящий греческий городок. Они сожгли его, разграбили его. Они сначала провели в рабство греко-бактрийцев, а потом они, через 100 лет, они сами впали под рабство греко-бактрийской культуры. Греки принесли с собой свою культуру, своих мастеров. И те стали делать там великолепные вещи. Но постепенно не греческие, а местные бактрийские мастера стали у них учиться. Стали изготовлять греческие вещи, как они думали, но на бактрийский лад. Вот я думаю, что эти кочевники осели, когда на Емши-Тепе, они стали хоронить своих умерших на этом холме, который рядом около Емши. Там полкилометра от него. В этих могилах мы нашли много всяких греческих вещей золотых. Кинжалы, корону, скипетр. Они очень любили украшать свои одежды бляшками. Ну, как 10-копеечные монеты, но золотая бляшка. И вот в каждой одежде у них было 2-3 слоя одежды на них. Там халаты, кафтаны, штаны и так далее. Они были, ткани не было видно, золото одно было. Носили они золотые браслеты на руках и на ногах. Причем на руках художественные браслеты. Когда мы уже должны были уезжать, мы сказали этому губернатору, что нужно там военизированную охрану послать.
И мы же нашли 7-е погребение. Завтра нам уезжать, а один из рабочих, и вдруг у него в лопате оказалось золото. 7-е погребение. Хорошее, видно. Но уже не было ни денег, ни возможности, ни нас уже самих не хватило. Потому что мы копали с октября по февраль. Тяжело было. И мы не готовы были к этому. Мы не готовились золото находить. Как бы то ни было, привезли туда вагончики, свет там был, и военизированную охрану там оставили. Но когда вступили наши войска, это потом уже, в декабре, в Афганистан, те солдаты афганцы, которые должны были охранять, они разворовали эти 3 могилы. Долгие годы судьба бактрийского золота была неизвестна. Кабульский музей был разграблен, сокровища пропали. Они повторили историю троянского золота, найденного Шлиманом и пропавшего на долгие 50 лет в запасниках музея. Как бы то ни было, в 2003 году президент Афганистана Карзай заявил, что золото Бактрии находится в сохранности в подвалах Государственного банка в Кабуле. По инициативе общества National Geographic Виктора Ивановича пригласили в Кабул для инвентаризации изделий. Можно себе представить, что чувствовал Сарьяниди, когда открыл ящики, запакованные еще в 1979 году. Сохранилось все, даже коробки были те же самые. В чем же особая ценность этой находки? Мы сейчас говорим, это мировое открытие, потому что там получилось смешение культур. Вот, может быть, вы знаете, китайский шелковый путь был. Так вот, они этим занимались. Там есть вещи, у них точка тика на лбу, это Индия. Там есть иранские вещи, среднеазиатские вещи, похожие. Одним словом, впервые мы находим смешение культур у одного и того же народа. Они нашли одну намогильную плиту, из которой ясно, что один грек из Айхану отправился в Грецию, был в Дельфах, и там скопировал надпись: когда мальчик, ты должен то-то делать, когда ты зрелый мужчина, а когда умрешь, умирать будешь, не жалей ни о чем. Вернулся в Айхану и своего отца, кажется, похоронил и перекопировал это. Я родился в Ташкенте. Я подумал, неужели человек, который родился где-то там в провинции, может 2 раза найти золотые некрополи? Я сам не поверил, но это так вот было. Я чувствовал, что не мне надо было дать, а москвичу или ленинградцу, чтобы так повезло. Ну, что мы там шпаной учились через пень-колоду. Тем не менее, именно ему, человеку из провинции, довелось раскопать древнюю страну Маргуш, сделать ряд сенсационных открытий, доказать, что существовала тесная связь между 5 центрами мировой цивилизации. Обычно археологов подразделяют на 2 категории. Одни работают на раскопках, другие же анализируют раскопанное. Виктор Иванович Сарьяниди успешно сочетает и то, и другое. Он провел на раскопках в пустыне не 1 десяток лет. Его перу принадлежат более 250 научных работ. Знаете, в нашей жизни вот есть люди трудоголики. Я на лопате стоял до последнего времени. Когда я копаю, я уже ничего не замечаю. Ну, комнаты идут, еще комната, а я уже теперь иду как что, а эти комнаты, что они должны, что это было? Сарай был, и коровник был, или дворец был. И там в Каракумах 3 дня дует песок. Такой, не бейте его, ничего. Мы готовить не можем ничего. Не горит огонь, задувает его. Вот там ставили всякие эти перегородочки, чтобы ветер не дул так сильно, и хотя бы
Ну, иногда по несколько дней на сухомятке мы живем. Там тушенку, хлеб, обед нельзя делать. Вода, ну какая, всякая вода. Уже когда копаешь, то копать надо, а не так вот просто бросать лопатку и показывать, делать вид, что ты копаешь. И пустыня за это отблагодарила Виктора Ивановича. Она открыла ему свои тайны. Каждый археолог мечтает раскопать золото. Сарьяниде довелось найти его дважды. На Востоке говорят, что если человеку везет, значит ему покровительствует Фарн. Это такое персидское божество, символ удачи. Но высшие силы дарят свою благосклонность только тем, кто этого достоин, кто своим трудом, верой и бесконечной преданностью делу заслужили высокое покровительство.